Сёння ў музеі налічваецца каля 200 самых розных экспанатаў. Адным з першых прынёс свае асабістыя рэліквіі, уліковую картачку члена ВЛКСМ, копіі артыкулаў у тагачаснай газеце «Святло камунізму», пенсіянер Мікалай Кот, камсамолец 60-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Ён узначальваў первічныя арганізацыі ў школе і ў студэнцтве, потым у адной з сельскіх гаспадарак раёна. Таму пра тыя часы і ведае, і можа расказваць шмат чаго. Проводили комсомольские собрания, субботники. 22 апреля на день рождения Ленина всегда мы проводили комсомольский субботник. Явка была всегда 100%. Если на комсомольские собрания не все собирались, то на субботник все собирались. И городили пастбище для коров на загоны. Было общество знания. Кто мог читать лекции, читали. Ездили по деревням, по фермам, по бригадам полеводческим, на мехстане. Вот и я тоже читал лекции и был в этой самой конференции областной делегатом. Было интересно тогда жить, весело. Вечерами собиралась молодежь. Ходили по деревням, по улицам, пели песни. На ферму зайдешь, доярки сидят, доят коров, песни поют. Это очень-очень такое было хорошее время. Один одного уважали, и думали о будущем. Вучні 4-й школы маладзечна ў райкамі БРСМ бываюць не ад выпадку да выпадку. На гэты раз зайшлі, каб абмеркаваць удзел у пераднавагодніх дабрачынных акцыях. Для іх экскурсію па экспазіцыях музея правялі Мікалай Кот і другі сакратар БРСМ Алена Станкевіч. Старшакласнікі актыўна ўдзельнічаюць у розных маладзёжных мерапрыемствах, а вось прымерыць будатрадаўскую форму ім можна будзе з 16 год. Из деятельности БРСМ меня больше всего заинтересовало волонтерство. И я сама даже летом у нас в городском парке занималась волонтерством на фестивале, на станции «Аквагрим», так скажем. У меня появилось очень много новых друзей, было очень весело. И вообще в целом БРСМ помогает молодежи и развивает ее. Я увидел очень интересную форму бойца МООП. Мне рассказали, что это за бойцы, что у них за деятельность, где проходит их деятельность. Меня это очень заинтересовало. Возможно, в будущем я вступлю в эти ряды и буду заниматься правопорядком. Экспазіцыя музею ўключае ў сябе выстаўку фотаздымкаў, дакументаў, літаратурных і публіцыстычных выданняў, карцін, асабістых рэчаў камсамольцаў розных гадоў. Можна паслухаць аповеды лідараў маладзёжнага руху пра іх справы яшчэ ў часы Савецкага Саюза, пабачыць сімвалы і атрыбутыку камсамольскага руху. Прадстаўленыя матэрыялы паказваюць вядучую ролю камсамола ва ўсіх сферах жыцця тагачаснага грамадства, у прамысловасці, эканоміцы, адукацыі, культуры, спорце і ў арганізацыі адпачынку. Адзін са стэндаў пазнаёміць наведвальнікаў з асноўнымі накірункамі дзейнасці сённяшніх арганізацый БРСМ. С помощью экспозиции старшее поколение может вернуться в свою молодость, а молодежь узнать о боевых и трудовых подвигах комсомольцев, а также о этапах становления и деятельности комсомола. Мы хотим поблагодарить за оказанную помощь в создании Музея истории молодежного движения, Молодечинский районный исполнительный комитет, Молодечинскую ветеранскую организацию и Молодечинскую газету. И хотелось бы сказать, что сбор экспонатов для Музея истории молодежного движения продолжается, и мы будем очень благодарны, если кто-нибудь принесет все, что есть у них самих, у их родителей, если это молодое поколение, для нашего музея в качестве экспонатов. Алла Маркелова, Ольга Коптенок, МКТБ.